расследовании впервые были опубликованы фотографии Хабибуллы Абдукадыра и его братьев, которые тоже из Синьцзяна и подконтрольные которым фирмы провозили через кыргызскую таможню контрабандным путем с помощью Раима Матраимова товары из Китая в Узбекистан и другие страны, а затем вырученные миллионы отмывались через Кыргызстан. Одна из фотографий Хабиба была взята из видеоотчета с инаугурации президента Жээнбекова 24 ноября 2017 года, где он сидит между родственниками Жээнбекова. Власти сразу заявили, что гостей приглашал и вообще организовывал инаугурацию аппарат Атамбаева. Тут же в сети появилась фотография Атамбаева в обнимку с Хабибуллой, но общество на это почти не обратило внимания. Зато в понедельник в Бишкеке прошел митинг с требованием положить конец коррупции в целом и арестовать Матраимова в частности. Оказалось, что никто конкретный митинг не организовывал. Просто кто-то предложил в соцсетях, другие его поддержали. Дальше все выросло спонтанно, как снежный ком. На митинг пришли и сторонники Атамбаева, например, его бывший пресс-секретарь Кадыр Токтогулов, член политсовета его партии Адиль Турдукулов, помощник Сапара Исакова Талант Султанов и другие. Выражать протест против коррупции общество имеет право и должно это делать, но само возникновение митинга показывает, что его неизвестные организаторы дают сигнал властям, что при случае они могут сделать и что-то более масштабное и серьезное. Более подробно о митинге в еще одном сюжете Андрея Токумбаева. Масштабная мирная акция протеста в Бишкеке, собравшая по некоторым оценкам более 1000 участников. Такова реакция кыргызстанцев на результаты недавнего опубликованного совместного журналистского расследования о коррупции в Кыргызстане, в частности, на государственной таможне. Расследование провели журналисты интернет-издания Клоп КГ, радио Азатык и сотрудники Международного центра по расследованию коррупции и организованной преступности. Как убежден один из участников акции, депутат Джогурку Кенеша Дастан Бекешев, вопиющим является уже сам факт того, что масс-медиа, а не власть, включая ее законодательную ветвь, парламент, первыми реагируют на подобные коррупционные нарушения в стране. Я считаю, что депутаты тоже этот вопрос будут поднимать, о том, что у нас в стране происходит коррупция, и поднимают, и будут поднимать. Вот. Хотим мы этого, не хотим, это никак не закроешь, эту тему. А вот и депутатская комиссия уже начала работать, да, получается? Депутатская комиссия, я не знаю, это надо у самих членов депутатской комиссии спрашивать, я не вхожу в нее. Самый скандальный в истории Кыргызстана коррупционный скандал получил название «Дело Саимаити» по имени одного из фигурантов расследования – китайского бизнесмена уйгурского происхождения Аеркена Саимаити, причастного к отмыванию средств, полученных незаконным путем. Он рассказал журналистам, как работала схема, кому принадлежал бизнес и как он был связан с кыргызскими чиновниками. Информатор был убит в Стамбуле 10 ноября неизвестными при невыясненных до конца обстоятельствах. Акция протеста состоялась у памятника героям апрельской революции и была посвящена борьбе с главной причиной этой революции – коррупции. Митинговавшие требовали привлечь к уголовной ответственности экс-заместителя главы таможенной службы Раима Матраимова. Он, по словам Саимаити, был важным звеном коррупционной схемы. Сам же бывший зампред кыргызской таможни отрицает свою причастность к коррупционному делу, но ГКНБ и Генпрокуратура обещают расследовать озвученные факты, а также обстоятельства смерти Саимаити. При этом Раим Матраимов был в пятницу допрошен в ГКНБ в течение 5 часов. Время проведения митинга совпало с резким похолоданием. Инициативная группа участников организовала бесплатную раздачу чая и кофе, подогревая, в буквальном смысле этого слова, протестные настроения. В разговоре с корреспондентом телеканала «Настоящее время» один из участников этой акции подчеркнул, что он и его единомышленники не поддерживают ни одну из политических партий. Мы никого, скажем так, ни одну из политических партий не поддерживаем, никого-то не продвигаем, интересы не защищаем, поэтому просто люди пришли, холодно, давайте кофе попьем, чай попьем, почему нет. Острополитическая по своей сути мирная акция прошла под знаком категорической непричастности к политике, а сами участники шутливо называли себя балконскими, то есть теми, кто смотрит на нашу действительность с балкона многоэтажки жилмассива. Если уж балконские вышли на митинг у Белого дома, ситуация действительно чрезвычайная. Совсем терпения уже нету. Все, конец. Если уж балконские идут, то пора уже. Другая интересная особенность акции в том, что на ней не было ни речей, ни ораторов. Не было и организаторов в обычном понимании этого слова. Участники сделали свой выбор, прочитав пост на страничке в одной из соцсетей в интернете. О том, как она пришла на митинг, рассказала Пятому каналу правозащитница Динара Ашурахунова, руководитель общественного фонда «Гражданские инициативы». Когда вот появилась эта информация, что 25 ноября
будет такой не политический, не в поддержку какого-то политического лица, без участия каких-то партий, что никому не будет даваться слово, а просто мы все выйдем и выразим свою, скажем так, реакцию, свое отношение к той проводимой якобы борьбе с коррупцией, то я с удовольствием, я, например, решила, что я пойду. Я пойду ради своих детей, ради страны, в которой я живу. Я хочу, чтобы здесь всем жилось так хорошо, знаете, а не только отдельной кучке лиц. За годы торжества в стране так называемой демократии государство как бы самоустранилось от решения многих насущных и общих для граждан проблем. При этом политика стала своего рода бизнесом, когда лидеры выражают интересы не всего населения, а определенной политической партии или клана, делая таким образом себе карьеру. Все, вероятно, привыкли, что митинги и пикеты у нас проходят по заказу разных политических сил с участием профессиональных пикетчиков. На этом фоне диковинкой выглядит ситуация, когда граждане собрались просто потому, что им надоела коррупция и систематическая ложь о борьбе с нею. По мнению Ашурахуновой, Кыргызстан далеко не бедная страна, она просто ограбленная. Все законопослушные граждане живут, перебиваются, у всех есть проблемы, а вот есть люди, которые нарушают закон и так хорошо живут, и дворцы строят, и мечети строят. И в Дубаях, и за рубежом у них огромные активы и недвижимость. Митинг длился более 1,5 часов. Что характерно, он не был санкционирован, что едва не послужило причиной его разгона милицией. Но поговорив с одним из участников акции протеста, юристом, милиционеры митинговать разрешили. Какие бы там ни были спущены сверху конкретные инструкции, блюстители правопорядка фактически приняли сторону митингующих. Наверное, пришли к выводу, что закон участники акции не нарушают, а скорее наоборот, пытаются добиться верховенства этого самого закона, который не уважают, не соблюдают и периодически дискредитируют некоторые госчиновники, представители власти и бизнес-структуры. Андрей Такамбаев, Вячеслав Кравченко, Пятый канал, главные итоги.